Ритуальные столбы Серге, как вы уже сказали, являются одним из самых таких главных, значимых памятников культуре народа Якутии, не только якутов, а вообще многих народов, тюрко-монгольских народов. Это у бурятов, хакасов, тувинцев и алтайцев. Вообще Серге изначально существует несколько теорий происхождения Серге. И одним из таких мифологических теорий это то, что Серге является прообразом мирового древа. Вторая теория это что Серге является неким посохом Ирюнар-Тойона, по которому божества Аи, они связываются с народом, с людьми. Вот. И традиционные серге были разные, они были надворные. Это для привязывания, которые использовались непосредственно использовали для привязывания скота и лошади. А второй тип был серге, это сакральные, которые использовались в культовых или ритуальных обрядах. Яркими представителями традиционных типов серге являются, вот, как я уже сказала, серге, к которым привязывали скот. И такие серге еще устанавливались во время свадебных обрядов, киит-серге это назывались. А также во время новоселья или во время, вот, когда строили балага или урасу. И вот одним из таких примеров современной интерпретации является серге во дворе Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Это серге было установлено в 1995 году, когда институт переехал в это здание. Но именно этот серге, это было уже как второй серге был установлен. Первый серге был установлен неправильно. В советский период серге устанавливали чаще всего в первую очередь для красоты, и на сакральное значение обращали такого сильного внимания. И первое серге было установлено вверх ногами. Считалось, что серге, вот как я уже говорила в мифологическом представлении, оно делит мир. Является осью, центром мира, то есть это верхний, навершие, да, средний, который мы видим, ортодойду, и нижний мир, который находится в земле. Это значит такая же вертикаль, как и в Чуроне. Там тоже верхний мир отражается, срединный, выпуклый, и нижний ножка обычно. Да. Вообще вот это троймирие, да, встречается в культуре, прослеживается очень четко, и не только у якутов, у многих народов. Это очень такая, она может быть вертикальная или горизонтальная. А у якутов она вертикальная. И, например, устанавливая серге вверх ногами, таким образом как бы человек переворачивает мир, поднимая нижний мир наверх, а верхний мир вниз, что является очень такой большой фатальной ошибкой. И вот в 2009 году, когда объединялся институт, новый директор, изучив данную проблему, решил, что нужно переустановить серге, провели должным образом обряд и установили новый серге уже правильно. То есть нижняя часть серге как бы внизу, верхняя здесь. На сегодняшний день, к сожалению, традиционных типов серге осталось не так много, и некоторые виды сохранились, и они трансформировались на сегодняшний день в другие серге. Например, как я уже упомянула, раньше ставили киит-сергете, то есть невеста, придя в дом жениха, устанавливала свое серге. И в XIX веке с распространением православия, вообще христианства, да, православной культуры, серге также оказались под влиянием этой культуры православия, и на серге стали изображать кресты в виде наверший или могли вырезать на самом серге крест. Также Яковлевым был описан обряд свадебный, где невеста, придя в дом жениха, установила киит-сергете и повесили на это серге икону и сделали обряд, обойдя его 3 раза вокруг. Вот таких серге очень много встречается. Упоминается многими исследователями, что вот было серге, даже есть легенды, что вот серге, на котором висела икона, во время пожара какого-нибудь здания, именно серге сохранялась с иконой, а все остальное сгорало дотла практически. Вот.
Сергея также оказалась под очень большим влиянием в советский период. Многие ошибочно предполагают, что в советский период вообще вся якутская культура стерлась и ничего не происходило. На самом деле это не так. Цехи были, хоть они и трансформировались в некий парад труда и культуры, да, мира, но они проводились. Конечно, ритуальная сакральная часть немножко опускалась, но все же они проводились. И также СРГ. Их продолжали устанавливать, их не переставали устанавливать ни в городе, ни в отдаленных районах. И в этот период появляется такой тип СРГ, новый, исторически значимый, который мы подразделяем на исторически значимые как установленные в честь личностей государственных либо семейных каких-то микролокальных сообществ, а также в честь исторических событий. И в первую очередь это были юбилейные даты, посвященные, например, десятилетию октября. Был проведен ИСЭХ первый, который был проведен в честь десятилетия октября, и также были установлены СРГ на этом ИСЭХе. Встречается также установка СРГ в честь 60-летия пионерии, 70 лет октября, 50, 30 и так далее. И еще одним из таких значимых СРГ стали появляться СРГ Победы. То есть кыргыз СРГ, как бы в традиционный период они существовали, военные так называемые СРГ, но именно в советский период очень большое влияние стало оказываться. И вот если вы как бы обратите внимание, на площади Победы установлены такие памятники безымянным солдатам. И когда вы идете в сторону главного памятника на площади, по бокам за обелисками на площади Победы стоят фонарные столбы в виде СРГ. То есть это несет тоже такое сакральное значение. А также в мемориальном комплексе солдата Туймады вы можете очень много заметить образ СРГ в виде арки, которая там у входа стоит, у имен, где у табличек с именами также они украшены столбами СРГ, образами. Вообще, касательно СРГ встречается очень много таких мифических, таинственных историй, легенд. Вокруг него очень много ходит. И это как бы обосновано тем, что, как я уже говорила, что СРГ является таким одним из важных памятников культуры якутов. И он являлся одним из таких важных сооружений во дворе. То есть вообще вся жизнь была, СРГ был связан от начала и до конца. Его ставили во время рождения или во время строительства нового дома, в свадебном обряде, а также погребальном обряде. И есть из современных историй, которые можно упомянуть, в Мегино-Кангаласском улусе в селе Балыктах во время этнографических исследований я наткнулась на один из таких домов. Там очень много СРГ в этом поселке, во дворах может быть от 2 до 3 или более свадебных или юбилейных СРГ. И я увидела мужчину, подошла к нему и спросила, что это за СРГ. Там у него было 3 СРГ во дворе, очень красивых. Они были посвящены свадебным обрядам. И я у него спросила имя, фамилию, но он, к сожалению, не захотел говорить, кто он, что он и кем работает, и возраст. Но он сказал, что он является вообще бурятом, и он приехал за своей женой, к своей жене жить. И этот дом им достался по наследству от родителей, и СРГ были посвящены братьям и сестрам ее родителей, то есть во время свадьбы ее братьев и сестер. И одно из СРГ треснуло в какой-то момент, появилась очень большая трещина. И в этом году, когда появилась трещина чуть позже, через несколько месяцев, глава семьи, то есть брат матери невесты, жены, погиб. И вся семья это связывают с тем, что СРГ предвещало эту беду. То есть, что оно треснуло, и оно дало знать, что... И они понимали и уже ждали, что произойдет какая-то беда, но они не предполагали, какая именно. А вообще в традиционной культуре, принято, что СРГ вообще нельзя трогать. Нельзя его никак осквернять, ломать, крушить, черчить, на нем какие-то делать вырубки, зарубки. Это... Если такой человек сделает СРГ, то он накликает на себя беду. Однозначно об этом знают все. И даже сейчас, опрашивая население в разных районах, не только в Мегино-Кангаласском, в центральной группе улус, в Вилюйской группе улусов, даже северной, когда я спрашиваю про СРГ, они все как в один говорят, что СРГ нельзя трогать, вообще нельзя. И тоже был один случай в Вилюйском улусе. В одном из сел тоже увидела СРГ во дворе, это было СРГ Победы, посвященное... Один из героев войны вернулся домой и установил СРГ в честь своих братьев, и самого себя, в честь победы в 1946 году.
И женщина, у которой стояла эта серьга во дворе, я решила взять интервью, но она сказала, что этот дом она купила совсем недавно, и серьге уже было. И когда я спросила, почему она его не хочет убрать или что-то в этом роде, она сказала, что нет, это большой грех, и что оно ей не мешает, и она не против, потому что серьга вообще для культуры народа имеет очень важное значение, и она не возьмет на себя такой грех рубить. То есть оно стоит, и это как память о роде, о человеке, который поставил, о том, что у этой земли жил какой-то там определенный род, определенный человек. Это память, и я не возьмусь рушить его, и я спокойно дождусь, когда оно упадет, и когда оно упадет, я совершу нужный обряд, и как бы уберу это серьге. Потому что дерево — это такой недолговечный материал, который, к сожалению, живет не так долго. Но есть некоторые предположения, теории, которые были выдвинуты многими исследованиями, не только исследованиями якутской культуры, но и других народов. Например, мы видим четкие параллели с серьге бурятов, то есть у них также серьге называется серьге. Так как у других народов серьге имеет немного другое название. Например, у тувинцев это банглаш, у хакасов сарчин, у алтайцев чакы. Но они все практически визуально они похожи. То есть у тюрко-монгольских народов, у других народов, кроме якутов, серьге имела навершие в виде свечи, такое конусообразное. У тувинцев, у хакасов, у алтайцев совпадает, и у бурят тоже. И ставили они также, функционально очень все совпадает, ставили во время свадебного обряда, погребального, во время строительства нового жилья. Немножко изменяется современная ситуация, потому что в советский период у данных народов встречается не такая частая установка серьге, и визуально они практически не изменились, они остались таковыми. И, например, у бурятов, конечно, большое влияние оказал буддизм, как и у многих народов, а у якутов это, в свою очередь, православие. И есть еще одна такая теория интересная, пока не исследована на сегодняшний момент, но очень много схожих параллелей. Это теория Кубарева, а также Сорокина. Они предполагают, что серьге — это некий прообраз каменных балбал, которые ставились и ставятся до сих пор в степи. Это такие каменные изваяния, а Кубарев говорит, что это вообще каменные изваяния, то есть это стеллы с изображением оленей, солнца и так далее. А Соколов предполагает, что это были те самые каменные балбалы, или их еще называют каменные бабы, с изображением человека. И вот Зыков тоже также предполагал, что вот серьге несет прообраз человека, потому что если вы обратите на самый простой тип серьге, это вот есть голова, есть шея профилированная и остальная часть тела. То есть это визуально издалека это такой схематичный образ человека. Вот. И еще есть теории, подтверждение этому теории, то, что погребальные серьге, в первую очередь, конечно, их устанавливали для сакрального захоронения лошади или что-нибудь еще, потому что считалось, что загробный мир зеркалили. То есть при погребальном обряде старались повторить образ жизни, вообще вот жизнь, да, то есть это был дом, и серьге ставили обязательно. Это был очень важным таким элементом культуры. Художественная отделка серьге имеет также очень важное значение, и если даже сравнивать также с многими тюрко-монгольскими народами, у них серьге более простые, а у якутов они более такие украшенные, очень красивые, нарядные, так скажем. И многие исследователи также подтверждают этот факт и отмечают в своих исследованиях, что именно якутские серьге известны своей красотой, своей таким визуальным воплощением. И это они, конечно, дают, это все благодаря якутским мастерам по дереву, благодаря их видению, да. И на самом деле все вот эти узоры, навершия, они несут для каждого человека, для хозяина того или иного серьге, свое личное значение. То есть как человек видит узор, как он его осмысливает, он его наносит. То есть тут нет такого четкого правила, что этот узор означает что-то. Многие исследователи, конечно, проводят такие исследования, и они стараются систематизировать, и у многих совпадают, например, это можно объяснить тем, что люди передают друг другу, они смотрят друг у друга, кто как украсил серьге, и они стараются и спрашивают, а что этот узор значит? И когда устанавливают свое серьге, они также наносят тот же самый узор, неся тот же смысл, то есть уже более в массы неся.
И на самом деле тут нет четких правил. Если вы хотите установить Сергея, то это зависит от вас и вообще от мастера в целом. Какой вы смысл внесете, потому что это все равно самое главное ваше желание, ваше видение, потому что Сергей будете вы вашим продолжением, памятью вас, то есть вашего рода, да, если вы вот его установите. И навершия также, они были совершенно разные. Ну, более традиционно, конечно, они были простые, и навершия практически не было. Чуть позже появились изображения головы коня, так как все знают, конь в культуре якутов играет очень большое значение. Позже начали изображать чороны, то есть это олицетворяя как бы женское начало чорон. Также, как я уже говорила, в православный период начали изображать кресты. В советский период появились, например, можно встретить на версиях лебеди, свадебные кольца, книгу, глобус. Это вот касается школьных сергей, да, тоже такая мода пошла именно в 70-е годы советского периода. Очень много вот глобус, сова, это вот ставили школьные или вот в садиках, в каких-то образовательных учреждениях. По городу, если вы обратите внимание, сквозь деревьев они могут стоять, и когда вы не занимаетесь этой темой, не обращаете особо такого внимания, они незаметны, они тихо стоят там в сторонке. На самом деле их по городу очень много. Когда ты ходишь мимо, ты не обращаешь на него внимания, и только потом начинаешь видеть его. Ну и также образ Сергея встречается в архитектуре города постоянно. Вот у памятника Бакаяда, вот мост на Кирова, он от начала и до конца, у него фонарные столбы тоже в виде Сергея. Вокруг Абакаяда фонарные столбы тоже в виде Сергея. Чолбон плавательный, да, вот физико-оздоровительный комплекс. Он тоже, у него здание украшено в виде Сергея, и столбы у входа, входная группа тоже столбы в виде Сергея. Есть даже целое здание, которое построили в виде Сергея. Оно стоит на Лермонтова, напротив парка. Ну, это вот один из ярких представителей советского периода Сергея. Вот, как я уже говорила, в 70-е, 80-е годы пошла очень большая мода среди школьников и студентов устанавливать Сергея на выпуск. Это вот здесь вы видите написано выпуск 86-90 год, то есть первый выпуск. Такие Сергеи очень много встречаются в 80-й период. Например, в том же упомянутом мной в селе Балыктах Мегино-Кангаласского улуса в 6 километрах в местности, где студенты празднуют выпускной, стоит огороженная территория небольшая, во дворе которого стоит где-то 20 сергей. Очень много сергей, и они все посвящены выпускникам школы данного населенного пункта, начиная с конца 70-х, 80-х годов и там по 90-е годы. Такая традиция встречается у многих населенных пунктов, также у студентов, например, студентами стройотряда. Сергей устанавливается во многих улусах, в улусах, где они работали. Например, в Намском улусе, возле Музея государственности, установлено выпускниками стройотряда, студентами стройотряда. В других улусах также, таких очень много встречается. Сергей встречается, как я уже говорила, в архитектуре города, и одним из таких ярких представителей является физкультурно-оздоровительный комплекс «Чолбон», здание которого построено в стиле Сергея, и также колонны. Также вы видите образ Сергея, который встречается в архитектуре города. Это мост на Кирова, где фонарный столб изображен в виде Сергея, на вершине которого вы видите острог. Там навершие видно, да? В виде острога. Вот. Потом, у Яковлева, как я уже сказала, очень много работ было посвящено. Он больше 40 лет собирал материалы, и у него очень много архивных фотографий, интервью записано. Он сделал очень такую фундаментальную работу по Сергею, на котором вот основываемся я и многие другие исследователи. Современные исследователи в архитектуре исследуют Дьяконова. Она тоже сделала свою классификацию Сергея, опираясь на его архитектурную часть. Также она писала, что вот Сергей в пространстве, в архитектуре города, ее работа была. Ну и в целом все работы такие касательные, очень такие затрагивают сакральную часть, там какую-то часть. Вот. Я больше занимаюсь современным исследованием, советский период, собираю тоже, вот езжу по улусам, изучаю столбы Сергея и отношение людей к ним, что они чувствуют,
что они знают, собираю какие-то те или иные материалы. Я провела сравнительный анализ там, по функциональному назначению, внешне и так далее. Они очень схожи, очень много параллелей не только с бурятами, вообще с многими народами. Просто в тот или иной период какие-то разные влияния, например, вот как я говорила, на наше православие повлияло, у бурят буддизм повлиял очень. Здесь мы видим юбилейные серьги. Это самый распространенный вариант серьги советского периода. Данные серьги устанавливались в честь тех или иных юбилейных дат. Здесь мы видим 70-35-летие, это у здания Дома печати. Также такие серьги часто устанавливаются другими организациями, либо непосредственно возле здания, либо в другом месте. Например, на территории Усть-Хаты, ЖКХ и Якутскэнерго устанавливали свои серьги в честь юбилейных дат. В местности Усть-Хатын, на месте празднования, там, где они празднуют всех сотрудников. Вообще в черте города таких традиционных серьги уже нет. Это все равно пережитки, такие трансформированных серьги, которые были установлены в советский период. Вот я говорила, уже пошла мода именно в конце 80-х, начале 90-х распространение установки юбилейных серьги, потому что данный период начинается работа многих научных исследователей, общественных деятелей, государственных деятелей по возрождению культуры, по ревитализации якутской культуры. Возродили установку серьги, коновязных столбов, также, и многое другое, возрождение языка, культуры и так далее. Вообще на территории города, конечно, редко можно встретить традиционный тип серьги, то есть там в честь какого-нибудь строительства дома или так далее. Это все, скорее всего, будет установлено в частном секторе, да? Потому что все-таки городская культура не позволяет устанавливать серьги в честь покупки квартиры и так далее. В пригороде я встречала не так много серьги, но, например, в территории города, микрорайон Марха, тоже в советский период было установлено свадебное серьги. Вот. Таких не очень много рядом с городом. Все за пределами, в основном населенных пунктах, в лусах. Пошла тоже, так скажем, мода, да, украшать серьги металлическими всякими украшениями. Также изображали портреты Сталина, Ленина, там красная звезда, серп и молот. Таких очень много. И например, как тоже у здания Дома печати мы видели, да, на версии в виде книги. То есть это нам напрямую говорит о том, что серьги в честь журналистов Дома печати, вообще типографии в целом, да. У образовательных учреждениях это всегда либо глобус, сова или тоже книги. Свадебные — это свадебные кольца, лебеди, символизирующие любовь. Тоже на каких-то священных местах, на горе или там еще каких-то сакральных местах стояли серьги, ему тоже вешали солому. Местами это мог быть хадак, буддистская большая такая широкая лента. Или очень похоже на нашу солому, такие маленькие завязочки цветные тоже. У бурятов то же самое. Они тоже вешают либо хадак, либо солому. На Ольхоне их очень много, если вы заметите, там на горе, на смотровой Ольхона, на Байкале, да, тоже есть серьги стоит, и они завалены вокруг камнями. Такие места называются обо. Священные места у бурят называются обо, и многие из них сопровождаются с установкой серьги. Там есть поселок Хужир, самый главный, и рядом еще есть маленький поселок при въезде, где паром отчаливает. Там тоже стоят серьги, но они стоят не на территории поселка во дворе жилых комплексов, да, а в отдалении, у дороги где-то. И, например, я там заметила, буряты тоже наливают водку или там рисом, сигареты, деньги. И я у них спрашивала, что это значит. Они говорят, что это самое ценное они дают. Здесь нет такого, что водка, сигареты — это плохо. Человек, что у него есть ценное в кармане, то и кладет у священного места. Свадебные серьги. А в вилюйской группе улусов у них очень много серьги там писателям, поэтов,
Сергея Кулаковского там и так далее. А вот свадебные, юбилейные они не ставят. И если есть, то это единичные случаи. И, например, у меня был очень интересный случай в Верхневилюйском улусе. В Вилюйском улусе в одном из сел я увидела свадебный Сергей, чему была удивлена, и спросила, ваш ли Сергей или что. А оказывается, невеста жениха была из Мегино-Кангаласского улуса. И она попросила установить Сергей свадебный. А Вилюйская группа улуса, вот Нюрбинский, Сунтарский, они ставят, но не так распространено, как в центральной группе улуса.